что вы можете сказать именно про Курманакаева, которого опять в очередной раз упомянул Исхаков? Опять он на нас попытался облить нас, нагайцев, грязью. Хотя я не думаю, что он не в курсе по поводу наших выступлений, всех общественных, именно лидеров общественного мнения нагайской среде, которые уже высказались непосредственно сразу уже после выступления этого самого видоносца Курманакаева. Но, что я могу сказать? Про него сказать мы уже один раз в эфире говорил, по-моему, с Бикбулатом по поводу его этого выступления и так далее. Курманакаев, он на данный момент является гражданином, по-моему, Республики Казахстан. Вот. Является членом Ассамблеи народов Казахстана. Вот. Но при этом повсюду представляется уроженцем Астрахани. Хотя никакого отношения к Астрахани он не имеет. При этом он намеренно использует символику именно нагайцев Астраханского региона, в частности, вот красный флаг с тамгой Нагая, да. Цель какая была? Понятно. Подставить под удар спецслужб, так скажем, да, нашей страны, именно наиболее пророссийски настроенную Часть. да, часть нагайского народа. Ведь это же делалось, это же была такая, как вам сказать, глубоко продуманная такая диверсия фактически. То есть его не просто так туда привезли, в Брюссель, на свои деньги он вряд ли туда поехал. Это все финансировалось определенными, так скажем, деятелями. Вот. Это все люди, которые вот до последнего момента пропагандировали идеологию вот этого великого Турана, в том числе и в Республике Казахстан. Вот. В настоящее время вот происходит вот такой новый виток вот этого информационного и прочего воздействия со стороны определенных этноэлит соседней республики, да, соседнего государства на нагайское общество у нас внутри страны. В частности, и, в общем, на монголо-тюркские народы Северного Прикаспия, на казахов, на туркмен, на татар, на калмыков и так далее. А также тюркские народы России в целом. Вот. Мы вот заметили, что, в частности, деятели от науки, так скажем, с этой республики, ну, я имею в виду Республику Казахстан, которые вот занимаются нагайским и златоордынским вопросом, в последнее время сменили свою тактику, прежнюю тактику. То есть раньше они шли напролом, объявляя нагаев и казахов одним народом, берхалок. Но когда получили, так скажем, негативный ответ от большинства представителей нагайского народа, когда заявили, да, мы с вами родственные народы, но мы не один народ, мы разные народы. И нагайское наследие, история, она принадлежит только нагайцам, больше никому. Теперь тактика сменена, и эти, так скажем, деятели пытаются действовать более тонко и сложно. Вот. Одним, кстати, из таких деятелей является Жаксалык Муратович Сабитов, который одновременно занимается как историческими исследованиями, так и генетическими изысканиями. Вот. Тот же Курманакаев, он, значит, где-то полгода назад, может быть, чуть больше, из Республики Казахстан выехал в Турцию. Вот. Ну, выскажем такое осторожное предположение, что он там лоббировал интересы элиты. Да. А сейчас, понятно, туда кто его отправил в Брюссель. А Дамир Исхаков сейчас ссылается на него, я имею в виду на Курманакаева, и говорит, что он якобы представляет там нагайское национальное движение, собирается там добиваться возрождения Астраханского ханства и создания отдельной от России республики. То есть это, понимаете, говорят так,
Есть такое выражение. На варе шапка горит. Мгм. Вот. Поэтому громче всех кричит «держи вора» обычно кто в толпе? Сам вор. Поэтому по такому принципу и действует. Вот. Если не получилось, так скажем, нагайских активистов а, переспорить, там, переубедить и так далее, значит, их надо измазать каким-то образом. Как измазать? Ну, вот такими деятелями, как наш Герострат Курманакаев. Вот. Мгм. На самом деле, как известно, вот астраханские нагайцы из всех групп нагайского этноса наиболее, вот я уже говорил, пророссийски а, настроены по своей политической ориентации и выступают, вот, в частности, в тандеме с башкирскими учеными и Всемирным Курултаем Башкир. Потому-то вот пантюркистам с Республики Казахстан, с Республики Татарстан, а также из Турецкой Республики, да, захотелось нас именно вот таким образом подставить под удар. Очень важно, что вот пантюркистские элиты Казахстана, Татарстана работают сообща. Вот это важно знать. Вот ряд казахстанских ученых, в том числе вот вышеупомянутый Сабитов, они вот разрабатывают, Радик Тимиргалиев, они вот разрабатывают концепт, согласно которому якобы вот представители младшего жуза казахов, это жители Западного Казахстана, к ним относятся, ну, этнические казахи, а также казахи, которые проживают сейчас в Астраханской области. Они являются потомками Ногайской Орды и Астраханского ханства. О чем вот мы с вами попозже скажем, да? А вот реально достоверных подтверждений этому нет ни в источниках, ни в этнографии, ни в генетике. Это, кстати, подхватывает и утверждает в том числе и Дамир Исхаков, и Мгм. Миргалиев, и Ильнур Миргалиев. И для чего этот, и вот этот концепт они вот внедряют, якобы казахи младшего жуза, это и есть настоящие потомки Астраханского ханства и Ногайской Орды. Например, вот что пишет вышеупомянутый казанский историк Ильнур Миргалиев. Когда Ногайская Орда прекратила свою историю, она вошла, как младший жуз, в казахское ханство. То есть казахи увеличили свое золотоордынское начало. То есть он тем самым называет казахов наследниками нагаев, которые жили в Ногайской Орде, в частности на Урале, Яйке, на Волге, в Астраханском ханстве. То же самое пишет Исхаков. Отдавая, кстати, при этом казахам и еще и сибирских татар. В частности, он говорит, что в составе, вот его фраза, вернее, цитата, в составе младшего жуза много потомков нагайцев, а в среднем жузе потомков сибирских татарских групп. Вот здесь мы видим с вами приблизительно следующее, если так посмотреть, то идеологи вот таких, ну, вернее, деятелей, идеологов татаризма и вот этой казахистской, так, ну, как его принято у нас говорить, да, в ногайской среде, идеологии, вот, да, или пантюркистской вот этой идеологии в Республике Казахстан, больше, они готовят фактически вот почву по отделению отдельных регионов Российской Федерации, в частности, Астраханской области, Оренбургской губернии, там, некоторых регионов Западной Сибири, да, от России. Вот. В дальнейшем, если какие-то там будут, так скажем, происходить деструктивные моменты, да, не дай бог, конечно, то вот это их, то, что они, вот этот концепт, который они сейчас пытаются ввести, такую, в кавычках, скажем, научную среду у себя там, Мгм. потом они это вытащат и скажут, а вот действительно есть работы, которые там ученые сделаны, там, я не знаю, 10, 15, 20 лет тому назад, да, по которым действительно это земли исторически принадлежат казахскому народу и так далее. Это первый момент. Второй момент.
кроме отделения этих самых регионов, нас, астраханских нагайцев, цель какая? Растворить среди казахов. То есть объявить, что действительно мы являемся частью казахского народа. Через вот этот концепт. Этот концепт делают совместно идеологи в Республике Казахстан и в Республике Татарстан. То есть это показывает, что вот Нуга и Астрахань, в частности, в татаристском проекте являются всего лишь как бы марионетками, объектами управления или пешками, которыми можно пожертвовать да, казахстанским элитам. Ну, помните даже, когда одно выражение было из этого, по-моему, того же Исхакова, когда он сказал, вот мы поделим историю Золотой Орды. Западное крыло, я не помню, Белая Орда, он сказал, как там называют, это принадлежит татарам, а вот восточное это казахам. Ну, понятно, там некоторым представителям казахстанских элит это не понравилось, они сказали, нет, вы никакого отношения к этому не имеете. Мы имеем больше, мол, прав. И так далее. То есть, ну, понятно, аппетит приходит во время еды у таких товарищей. И по причине вот этой самой татаризации, кстати, в среде отдельных групп нугаев, которые живут в Астраханском регионе, например, стали забываться ну, такие вот понятия, как, например, эпосы, да, которые были раньше в нашей среде распространены. Вот воинское прошлое об эпосах, оно, в принципе, сейчас предано забвению. То есть произошла такая подмена понятий. Вместо слова «нугай» поставили слово «татар», и наша вот эта истинная культура и история была заменена вот таким дешевым и, видим, даже в некоторых случаях таким взрывным суррогатом в виде татаризма. И конечным итогом вообще вот этой политики татаризма является взращивание вот этих манкуртов, которых потом можно легко в темную использовать для достижения своих целей. Одним из которых является в том числе и настоящий, а не игрушечный сепаратизм. Ну, я так понимаю, если вот идет там пантюркизм, все вот эти вопросы так или иначе все равно упираются в Турцию. Ну, так как можно объяснить, Турция наш враг или Турция наш друг? Как нам понимать все эти моменты? Нет, Турция как государство, она не является нам врагом. Мы говорим про пантюркистов. Кстати, в самой Турции пантюркисты, они находятся в оппозиции нынешней правящей элите, то есть Эрдогану в частности. Они ему оппозиционны. И оппозиционны они нынешнему правительству Турции. Ну, надо сказать следующее, что знать, что за этими силами, за пантюркистским целым проектом, вот этим Великий Туран и так далее, стоит Лондон. И оттуда идут, с запада идут все вот эти подпитки финансовые и прочее, да, в том числе не только пантюркистов, но и гюленистов, например. Вот именно они, кстати, пытались использовать Курманакаева в своих целях, да, но надо отдать должное местным активистам, я имею в виду из астраханских нагайцев, из юртовцев, из карагашей, которые сыграли на опережение и купировали этот процесс в самом зародыше. Это, кстати, говорит о том, что когда карагаши и юртовцы вышли из вот этого, ну, те карагаши и юртовцы, которые вышли из татарского нацпроекта, они уже показывают свою субъектность. То есть они действуют именно в интересах той территории, где они проживают. Я имею в виду, в частности, Астраханского региона. Вот. Это добрый знак. И что еще? В Турции, кстати, у России немало друзей, которые вот смотрят на Россию, на ее действия и поддерживают, кстати. И главное, там живут тоже наши с вами родичи, нугаи.
И вот на Наваи в Турции как раз и должна влиять в том числе и Россия. То есть Россия должна на них влиять, на их мнение, а не Казахстан. Это было бы плюсом в, так скажем, сближении этих двух соседних стран, наших соседних стран. Я имею в виду Турцию и Россия. Россию. Да. Ну, вот хочешь не хочешь, но все равно возникает такой вопрос. Кто же все-таки работает против нас, вот именно взять там в Казахстане, да, или там, я не знаю, в Казани. Это же необычные, непростые люди, которые каждый день ходят на работу, которые там занимаются какими-то своими делами, которые там не лезут в политику. Это же какие-то определенные лица, какие-то определенные часть, там, небольшая, можно сказать, кучка людей по этому Ну поводу. да, они никакого отношения к простым обывателям, простым людям не имеют. Они же со своими, так скажем, проблемами один на один. Это да, это именно вот эти властные этные элиты, что Республики Казахстан, что Республики Татарстан. Если мы не говорим о противостоянии там со стороны наших братских народов. Я уже приводил пример. Если брать наш регион, Астраханский, да, у нас отношения с нашими соседями, с нашими, так скажем, родственными, братьями и так далее, из татар, из казахов, туркмен, там, других народов, которыми мы здесь проживаем, у нас нормальные отношения, отличные отношения. Мало того, у нас, я еще раз говорю, именно местные, что татары, что что казахи, что туркмены, нас называют так, как мы сами всегда себя называли издревле. Они нас называют нуаями и татарами. То есть подойди к любому там, спроси там у любого этого, ну, татарина там или кого, ну, один народ, они скажут, нет, вы нугай, вы это и так далее. Всегда вот эти самые попытка внести такую дестабилизацию идет извне региона. Вот. Я уже говорил, откуда это все идет. Поэтому, ну, на каком примере это можно привести, например, да, кто работает против нас? Ну, вот, в частности, в начале марта те же самые Сабитов и Тимиргалиев, да, казахстанские идеологи, побывали в Казани. Мгм. Понятно, это показали их определенные выступления там по записи по интернету и так далее, но было же еще и кулуарные у них какие-то совещания, разговоры, да, общение, так скажем, без галстуков и так далее. Где вот как раз вот эти самые м, между представителями, так скажем, этих двух элит, этноэлит, так скажем, да, Республики Казахстан и Республики Татарстан, шли какие-то вот обмены мнениями, строились определенные планы вот, по дальнейшему, так скажем, союзу, в частности, который направлен против кого? Против тех, кто старается, так скажем, сохранить стабильность в стране нашей. То есть против тех активистов из числа нагайских, башкирских, сибирских, да, которые Мгм. не согласны с политикой вот этой ассимиляции со стороны родственных, хоть родственных, но все-таки других народов. Вот. И поэтому какие планы строятся? Опять же говорю, планы по дестабилизации обстановки на юге России и стремление очернить вот этих всех этноактивистов из числа уже перечисленных, я вам как уже сказал, народов. Ни те, ни другие, я имею в виду этноэлиты, да, этих двух а, республик, государственных этих образований, квазигосударств, ни те, ни другие не оставляют надежды на распад России. Понимаете? И поэтому вот готовят сейчас идеологическое такое обоснование для вхождения ряда регионов России в новые государственные образования. Как эти государственные образования будут называться, я не знаю. Вернее, в их, так скажем, планах называется, да, там, Великий Туран или там Идель-Урал, как это там. Но эти идеи у них, как говорится, в голове сидят, никуда они не делись. Ну. То есть, Но при этом надо сказать, что
ни те, ни другие никаких исторических прав и обоснований не имеют объявлять там наследниками истории, культуры, там, в том числе и территорий, да, таких исторических государств, как Астраханское ханство, Ногайское, да, Сибирского ханства, да, не имеет права объявлять их наследниками, в частности, пусть родственные, но все-таки другой народ, казахов. Да, мы с казахами родственный народ, но мы разные народы. У нас различная история, различная была историческая судьба. Вот. Поэтому вот эти попытки смешать это все и оттуда, так скажем, сделать такой своеобразный винегрет, вот, а потом, как говорится, получить какие-то выгоды себе, это, я думаю, у этих этнокомиссаров, что с Казани, что с Астаны, не получится. Повторяюсь еще раз, Исхаков, Миргалиев вместе с Абитом фактически обосновывают ассимиляцию астраханских мулаев казахами, назвав, в частности, казахов младшего Ужуза наследниками исторического и культурного наследия Астраханского ханства и Ногайской Орды с возможностью в скором будущем территориальных определенных претензий. Вот. В принципе, так, если вы помните, начинался и на Украине. Ну, и там, и тут работают по одним и тем же методичкам Госдепа, фонда Сороса. Да. Аллах сапасын. Да сохранит нас Всевышний от их пакостей, как Да. говорится. Ну, по сегодняшнему эфиру хотелось бы огромное спасибо, большое спасибо сказать Сизге, Амир Хахай, Купсал Бонус. Вот. Надеюсь, что и простые люди, и компетентные органы сделают выводы после этого эфира, внимательно посмотрят. Очень интересные вопросы были подняты, не менее интересные ответы, как бы более раскрывает. Тот человек, который что-то не понимал, я надеюсь, у них все встанет на свои места, как говорится. И вот после этого мероприятия, после этого сегодняшнего эфира, я надеюсь, что соответствующие органы, они уже не дадут разгореться всяким различным конфликтам, ни идеологическим, ни холодным, ни горячим, как говорится. Будет наша страна жить, процветать и добра наживать. Ну, я тоже надеюсь только на хорошее. Еще раз хочу сказать, что несмотря ни на какие там вопли, истерики, окрики, в частности, от представителей околонаучных, да, культурных и прочих кругов Республики Татарстан о том, что здесь в Астрахани там пытаются из татар сделать нагаевцев и так далее. Это, я вам говорю, это ложь, это неправда. Здесь, еще раз говорю, живут как этнические татары, так и те, кто когда-то по какой-то вот исторической, так скажем, ошибке, по какому-то такому, скажем, желанию там сильных мира сего, да, ну, в то время, были записаны директивно в состав социалистической татарской нации. Сейчас этот процесс, я еще раз говорю, идет в обратном порядке, в обратном направлении. То есть мы, представители различных групп нагайцев, которые живут в Астраханской области, возвращаем свою природную идентичность, этничность. И понятно, тот шаг, который сделала Российская академия наук в лице Института тюркологии, действительно внеся наши диалекты в список как ногайского языка, это прогрессивный шаг, это научно обоснованный шаг. И считаем, что в дальнейшем нам тоже совместно с научными кругами, значит, столицы нашей, да, и других регионов,
надо идти в том же направлении, то есть уже как бы проводить и выпускать э, литературу, печатной продукции и так далее на наш диалект. То есть Мгм. я так думаю, что у нас много впереди работы, и уже тратить время, нервы, так скажем, средства на то, чтобы там перед кем-то что-то оправдываться и так далее, нам уже, честно говоря, нет ни времени, ни желания, вот, и особо, так скажем, и повода нет. Потому что точка в этом вопросе поставлена, вот, и перед нами уже как бы открываются новые возможности. Этими Мгм. возможностями мы воспользоваться и передать уже следующим поколениям, то есть тем, кто идет за нами, то есть нашим детям, там, внукам и так далее, да, уже язык более-менее, так скажем, сохраненный, восстановленный и так далее. То есть работы много. Вот, Мгм. вот в этом направлении нужно двигаться. А по поводу вот всех вот этих запыхателей и так далее, я скажу следующее. Ну сколько, не знаю, сколько они еще там, насколько у них хватит вот этого всего запала, злобы и так далее. Ну, месяц, может быть, еще позлобствуют, покричат, ну, глотки надорвут и успокоятся. Потому что, я еще раз говорю, все познается в сравнении. Народ у нас не глупый, народ у нас мудрый, и все видит в сравнении, и всегда делает правильный выбор. Мгм. Поэтому, я так думаю, мы с вами на правильном пути. И вот это, так скажем, результат, он лишний раз подтверждает, я имею в виду вот то, что официально признали наши диалекты, лишний раз подтверждает правильность выбранного нами с вами направления. Мгм. Всё понял. Поэтому не надо отчаиваться, надо каждому делать свое дело. Да. Ладно, Амир Ну всё, Кахаль, салам позитив. алейкум. Валейкум ассалам. Спасибо большое еще раз. Көп сау болыңыз. Кеш жақсы болсын. Всего-всего